Сегодня, ребята, 1 августа. Сейчас 3 часа утра. Мы у реки. Надо спустить эту лодку, черную нашу лодку, до речки. И сейчас мы поедем на рыбалку. Утро тихое, безветренное, тучи кругом. И сейчас я заметил, как будто там плавают утки. Сейчас вкратце поснимаю. Вон они, ребята. Два черка. Прямо возле деревни. У самой деревни. Ну, конечно, в это время их должно быть очень много. Почему-то они только 2 штуки их. Сейчас. А нет, 3 штуки. 4, 5 штук. 6 штук их вижу. Вон они. 2 штуки. Дальше еще 2. Нет. 4. 6 штук получается. 6. И 7 где-то здесь плавает. 7 штук. Вон они. Да, черки крякают. Вон. Вон они. Вон. Все, заметили меня, начали крякать. Сейчас скоро выскочат, наверное, улетят. А мы задерживаться не будем. Нам надо еще ехать на рыбалку. Вот деревня наша, село-то есть. Село и как в больших городах. Как в Питере, как в Москве утки плавают, так же и у нас. Охота еще не открыта, но уже скоро откроется. Все, улетели. Все, поплыли. Да, первый улов у нас. Первый улов, окушок. В бокке зацепился, вон. Нормально тащи, давай. Удачненько. Вот. О. Первый улов, ребята, и смотрите, как он зацепился. Очень красивый окушок. Много снимали уже, много зацепов было, и из-за этого приходилось выключать камеру, но проехали, наверное, сколько там? Километров 7, наверное, уже. Километров 7 тащили возле таких трав. Интересные места блесновали, но первый улов. Первый окушок у нас поймался. И дальше еще поедем, да? Такой окушок первый. Первый нет. Первый раз на троллинг попался. Первая рыба — это окунь.
прошлом году очень много тоже рыбачили на троллинг, а нифига не попадалось. И в этом году тоже как-то не очень, но хоть одного удалось поймать пока. Давай закидывай. Хороший заброс. Была бы еще щука, вообще было бы отлично. Черный ворон что-то там орет. Давай еще разок и дальше поедем. Такая курья тут. Такая курья. Я когда на машине спускаюсь в гору, там иногда бывает снимаю озеро. И с этого озера выходит там небольшой ручей. Какой-то орлик летит. О, полетел. Устье реки Лопью. О, выходит на Нишеру. Она какая быстрая и мелкая, вообще непроходимая. На воды где-то, от силы глубина 20 сантиметров. На лодке тут проехать очень трудно. Если уже моторку вообще высоко поднять, там еле-еле доходила винт до воды. Вообще летний уровень сейчас воды. Летний уровень воды и из-за этого. Какие-то следы я увидел. Посмотрим, что за следы, интересно. Юрая, с лощина находились. Лощи. Ну-ка, глянем. Давай. Ну да, лоси ходили по пляжу от Комарона, они здесь туда-сюда и ходили. Вот следы. Может, один там несколько раз бродил туда-сюда. Вон, здесь уже отчетливо видно, вот копыта, здесь уже пятки, не пятки, а такие комочки сзади, вот здесь вот. И видно, как он наступал. Но это уже где-то полмесяца, наверное, уже прошло, как ходили, потому что сейчас дождя не было, где-то уже неделю. Но это перед дождем все это дело произошло, ходили тут. Да, след
Мелких нету, как будто один или два бычка, может, тут ходили, бродили. Здесь поворот, и остается до нашей избушки, до первой избушки где-то от силы 3 километра. Мы уже начали, съездим до избы, посмотрим. Кошелек полный застя. Стешишь. Хочет. Вкуснее. Мы доплыли до первой избы. Мы на избе уже. Зажег костер. Поставили чайник. Сейчас будем кипятить чай. Попьем чай и плотно позавтракаем. Время, не знаю, где-то 5 часов, наверное. Точно не могу сказать, потому что не посмотрел. Поднимались 17 километров по речке и поймали одного окушка. Еще одна рыба сорвалась. Даже не поняли там, не поняли, какой был размер у рыбы, потому что не видели его. Пока включал я камеру, ничего не успел толком заснять. И все, больше поклевок вообще не было. Погода портится, начинается дождь. Сейчас позавтракаем и будем, наверное, обратно уже сплавляться. Ну, сплавляться уже без моторки. Будем сплавляться веслом и будем также кидать спиннинг, рыбачить. Будем продолжать рыбалку. Вот такие дела. Безветренная, тихая погода и дождь начинается. Вообще погода не очень благоприятная. Думал, время 5 часов, а сейчас оказывается 7:27. Ну где-то мы плыли 3 часа. Там тащили спиннинговали, троллинг, я не знаю как там. Троллинг-моллинг. Дятел. И думаю, если веслом еще дольше будем плыть. Вот так, костер хорошо горит. Сейчас заварим чай, пьем чаек. Короче, сидим уже рыбачим на бортовую удочку. Вот смотрите, какая погода. Немножко решили с лодкой посидеть, мальков половить. Вот смотрите, одна рыба у нас на спиннинг, этот окушок попался, а это уже мы поймали на удочку обычную, на опарыша. И невозможно снимать, а поклевки хорошие идут. Ну вон смотрите, как дергают, рыба дергает. Интересно даже, как будто зимняя рыбалка у нас. Но снимать, ребят, невозможно. Все, погода хана. Испортилась. Дождь начался, и на целый день будет идти дождь. Так что вот такие дела. О, как дергает. И даже один подъязик у меня сорвался. Ну, я его видел, поднимал, видел, и ушла рыба. Блин, камера под дождем. Камера под дождем мокнет. Я прикормку там отрубы закинул, и вот рыба подошла. Вот непрерывно поклевки, непрерывно. Просто у меня одновременно не получается, чтобы подчекать и снимать. Да и хитро как-то клюет рыба. Плащ накинул на себя. Вон такой плащ. Не, долго сидеть не будем, наверное, будем возвращаться на избушку. Переждем этот дождь и поедем обратно домой. Вот такая рыбалка. На жаркое набирается, но
Долго сидеть невозможно. Хотели за морожкой еще сходить. Все, хана погоде. Вон как поклевки такие. Ай, все. Вон как идет дождик-то, блин. Дождь чуть-чуть более успокоился. Сейчас ливень такой был. Мы уже сырые, все. До трусов, можно сказать. Рыбалка продолжается, и клев тоже так же активный. В дождливую погоду очень активно клюет мелкая рыба. Плотва, ельцы и уклейка достает еще. Непрерывно он тоже клюет. Такое количество мы поймали. Есть даже хорошие экземплярчики, вон какие плотва. Всю рыбу мы берем. Более мелкую, это уклейки, вот такие уклейки, это на корм собакам пойдет. А крупную рыбу, о блин, вот это дергает. Крупную рыбу, конечно, мы сами пожарим. Хорошее жаркое тоже получится. Так что первый раз рыбачу на бортовую удочку, очень даже мне понравилось. Как будто зимой рыбачишь, вон как клюет. Конечно, это уклейка там, ну, метров, глубина где-то метров 2 здесь. Метров 2, от избушки недалеко. Вот, блин. Такие ударчики. И вот так непрерывно. Прям азарт такой. Не было бы дождя, вообще можно сидеть. Вчера солнечная, хорошая погода была, поленились, не поехали, а сегодня кратковременный дождь РП5 показывала. Ну вот видите, как не перестает, все идет и идет. Весь процесс рыбалки не снимал из-за того, что дождь. Камера так уже вся сырая. И заранее не подготовился к дождливой погоде, чтобы вот снимать всю рыбалку. Ну, в следующий раз нормально поснимаем, порыбачим еще с бортовой удочкой. Заранее приготовлю прикормку, все это дело. Сегодня так пробная рыбалка. И вроде нормально, хороший улов даже, между прочим. Ладно, сейчас подчекать вот как-то не получается. Я сейчас опарышев, наверное, 7 штук зацепил, чтобы уклейка не мешалась. И думал, что на большое количество опарышей подойдет более крупная рыба. Но все равно уклейка он достает и еще тут. Все, мы убираем уже удочки. Вот такая зимняя удочка у меня на сегодняшний день на рыбалке была. Такой кивок самый простой. Ну, я зимой этой удочкой рыбу ловлю. Вот 0,2 поводок. Леска, основная леска 0,2. А здесь поводок, наверное, где-то сантиметров 20, 0,12 леска. Крючок и несколько опарышей. Дальше идет основная леска, дальше и грузила вот такой карабинчик, вертлюжок, чтобы не путалось там ничего. И все. Один крючок достаточно, думаю. 2 крючками бывает там все запутывается. Ну, я здесь еще петельку сделал. Если вдруг там надумаю второй поводок, можно еще сюда поставить. Вот такая рыбалка, ребята. Все, на этом закончили мы эту рыбалку. Хороший улов. На крупные мы не рассчитываем. У нас такая река, что одна мелочь. Мы этой рыбалкой рады. Вот, смотрите, какая красота тут. Вон, это ниже избушки, первой избушки, где вот снимал уже раньше. Вот эта береза свалилась почти от одного берега до второго, достал. Дальше там избушка на другом берегу. Много снимать не буду. Как вы видите, идет дождь, и придется нам съездить на избушку, там чуть-чуть. Ну, сушиться, наверное, уже не будем. По-быстрому попьем чай и
будем спускаться домой. Забуксовали, ребята. Мы на середине реки. Смотрите, как мелко тут. Встряли, в общем. Надо было там ехать. А мы поплыли посередине. А оказалось вообще мель. Глубина, я не знаю, там. Ну вон, в коротких сапогах встал. А там еще мельче. Половина лодки, там у меня воды, дождевая вода. Самые тоже сырые. Сколько мы еще спиннинг не кидали, там попался один окушок, ну, сантиметров 15 максимум. Все, больше нету. Вот такие дела. И не знаю, где он у меня сейчас. Ну, наверное, вот этот, наверное, последний улов был. Живой еще. Так. Больше останавливаться никуда не будем. Сейчас спиннинг соберем. И половину пути мы уже проехали. Проплыли, то есть. Дальше уже спиннинг поднимать не будем. Уберем и все. Поедем домой. В общем, вот такая рыбалка у нас. С погодой не повезло. На целый день пошли. Хотели еще морожку посмотреть. Ну, планы поменялись. Куда в такой дождь? Сыро. С деревьев тоже капает. Ну, здесь еще мельче, блин. Мотор достает. Вон. Где-то сантиметров 20, наверное. И вся река такая. Вот поэтому у нас рыбы мало. Так что не удивляйтесь, почему мы ловим мелочь. Потому что воды мало у нас. На таежных реках в основном хариус держится, а здесь, чтобы язи были или лещи, воды нету для них. Таких ям глубоких мало. Им тоже надо, чтобы река была большая и кормовая база, чтобы была. Вот так вот. Ну все. На этом буду заканчивать. Всем пока. Кто не подписан, подписывайтесь. Больше добавить нечего.